Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, прибегаем к Нему за помощью и просим прощения за наши грехи. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и пагубности наших дел. Того, кого наставит Аллах, никто не собьет, а того, кого Он сбил с прямого пути, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища, который превыше того, чтобы иметь себе равного, подобного или схожего с Ним. Я также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его любимец и избранник, да благословит его Аллах и приветствует, а также пречистых его домочадцев, его благородных и достойных сподвижников. И да пребудет благословение над ним, пока видят глаза и слышат уши, и да пребудет над ним мир. А затем, уважаемые братья, Аллах послал своих пророков к людям и превознес их над другими людьми. Аллах избирает из ангелов посланников, а также из людей. Также Аллах приказал людям следовать за этими пророками. Аллах назначил этих пророков из людей, чтобы они смогли следовать за ними в том, что они выполняют и что оставляют, и в их движении и отдыхе, их сне и пробуждении, и во всех поступках в их жизни. Аллах описал нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: «Поистине ты великого нрава». Аллах описал мягкость его, сказав: «По милости Аллаха ты был мягок с ними, а если бы ты был жестоким и жестокосердным, они разбежались бы от тебя в разные стороны». Аллах описал его сердце, сказав: «К верующим он добр и милосерден». Пророк был примером для людей в своем милосердии к творениям Аллаха, в принятии их мнения, в защите притесненных и отсутствии кичливости, когда они обращались к Нему. Нигде не упоминается о том, что пророк грубо обошелся к обратившемуся к Нему, или отказал невежде, желающему у него научиться, или из гордости отказался отвечать на заданный ему вопрос. Бывало так, что женщина останавливала его посередине дороги. Слабая и немощная рабыня обращалась к нему со словами: «О посланник Аллаха, у меня есть к тебе просьба». Пророк внимал ее словам, их разговор мог затянуться, а потом он говорил: «Вот моя рука, возьми ее и веди меня куда пожелаешь, чтобы я выполнил то, о чем ты просишь». И она вела пророка к своему хозяину, чтобы он заступился за нее перед ним, или вела его на рынок, чтобы ей вернули положенное ей право. К пророку обращались и пожилые, и молодые, и для всех в его сердце хватало места, и он внимал их просьбам. Одним из самых великих качеств, которые заложил Аллах в нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было то, что он уважал окружающих людей, признавал их положение, когда общался с ними. Когда сподвижники описывали его обхождение с людьми, они говорили: если пророк при встрече жал руку мужчине, то не разнимал ее, пока этого не сделал тот человек. А если разговаривал с кем-то, то весь обращался в сторону собеседника. То есть не разговаривал с ним, всего лишь повернув голову в его сторону, а разговаривал, обернувшись к нему всем своим телом. Одно из выдающихся качеств, упомянутых в книгах по истории, заключалось в том, насколько внимательным был пророк к людям, как он принимал во внимание их чувства и не проявлял высокомерия в разговорах с ними. Пророк не считал свое положение пророка положением, мешающим ему общаться с людьми, вести с ними достойные споры, исправлять то, что есть в их душах. А что же тогда можно говорить о других качествах пророка? К величайшим случаям проявления этой обходительности относится история, которую передает имам Бухари. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завоевал Мекку, утвердился в Мекке и в Медине, и в других городах. С ним были его благородные сподвижники во главе с ансарами. Да будет доволен ими Аллах, которые присягнули пророку тогда, когда от него все отвернулись. Они приютили и помогли ему тогда, когда все остальные отказали ему в убежище и помощи. Они те, кто сражался с ним своим оружием, потратили ради его возвышения и помощи ему свое имущество, жертвовали собой, и они были с ним при взятии Мекки. Потом он вышел с ними и другими людьми, принявшими ислам при взятии Мекки, на битву при Хунейне. После этой битвы пророк остановился, посмотрел на большое количество трофеев, подобного которому не бывало собрано прежде ни в одной битве. Перед ними собрано 30 тысяч голов верблюдов,
40 тысяч голов коров, более 100 тысяч голов овец. Скотина заполнила долины и ущелья. Все это было трофеем мусульман. Пророк и его сподвижники, и среди них были ансары, да будет доволен ими Аллах, смотрели на эти милости Аллаха, на это богатство, подобного которому они никогда не видели в своей жизни. Потом пророк стал делить все это имущество между людьми, которым он желал повысить веру дорогими подарками. Он надеялся, что, получив это имущество, они полюбят ислам еще больше, и их вера прочнее укрепится в их сердцах. Он позвал Уяйну ибн Хисна, который принял ислам несколько дней назад, после взятия Мекки, и дал ему 100 верблюдов. Позвал другого и дал ему 100 верблюдов. Позвал третьего и дал ему 100 верблюдов. Ансары смотрели на эти блага, которые делились перед их глазами и доставались другим людям, хотя они были завоеваны их мечами, когда сражались они. Они вспоминали, что в этой битве погиб чей-то сын, чей-то их друг. Также вспоминали свои семьи, находящиеся в нищете и голоде в Медине. Они видели, что это имущество делится перед их глазами между людьми, которые стали мусульманами всего несколько дней назад. Они начали переговариваться между собой, говоря: «Да простит Аллах посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он дает им имущество, а наши мечи еще не просохли от их крови. Он дает им, хотя они приняли ислам совсем недавно, и мы сражались вместе с ним и завоевали Мекку». К пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел предводитель ансаров, Саад ибн Убада, да будет доволен им Аллах, и рассказал ему об этих настроениях, боясь, что дело зайдет далеко, а ведь они находились еще на поле боя. Он вошел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк был простой, мягкий и добрый. Он всегда сидел со своими сподвижниками. Саад ибн Убада подошел к нему и сказал: «О посланник Аллаха, твои сподвижники из ансаров обиделись на тебя». Пророк ответил: «Почему?» Он сказал: «О посланник Аллаха, они говорят, что ты даешь людям, кровь которых еще не просохла на наших мечах, а нам ничего не даешь. Мы сражались с тобой и были стойки. При Бадре были стойки только ансары. При Ухуде были стойки только они. И в битве Урва, когда нас окружили, только они проявили стойкость. Потом был договор у Аль-Худайбии, взятие Мекки, при Хайбаре и других битвах. Всегда сражались только они и те, кто были с ними из братьев мухаджиров. Теперь же ты даешь трофеи этим людям, а с наших мечей еще капает их кровь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Сааду, который был предводителем своего народа: «А ты как думаешь?» Саад ответил: «Я всего лишь человек из своего народа. Мое мнение такое же, как мнение моего народа». Пророк сказал: «Собери мне ансаров». Ансары были собраны перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в одном месте. Пророк поднялся на возвышенность, окинул взглядом своих благородных сподвижников, которые приютили его и помогали, на тех, которые уготовили свои дома и веру для тех, кто переселился к ним, и не чувствовали в своей груди нужды от того, что их постигало, и они предпочитали их над самими собой. Пророк посмотрел на Джабира, отец которого пал мучеником до этого, посмотрел на другого, у которого погиб сын, посмотрел на третьего, который был ранен, на четвертого, у которого была отрублена рука. Они сражались вместе с ним, да благословит его Аллах и приветствует, и были правдивы, тратили свои силы, и были вместе с ним в любых ситуациях. Когда пророк увидел их, он вспомнил те чувства, которые были между ними. Милость, заботу и взаимопомощь. А потом сказал: «О собрание ансаров, если среди вас те, кто не из вас, то есть если среди вас кто-то не из ансаров, пусть уйдет из этого места». Сподвижники ответили: «Все мы из ансаров». Пророк снова повторил: «Если среди вас те, кто не из ансаров». Потом встал один мужчина и сказал: «Я не из ансаров, однако они мои дяди по матери». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Племянник относится к этому народу, садись». Тот мужчина сел. Потом пророк произнес речь, словно извлекая каждое слово из глубины души. Он задал своей речи такую интонацию, чувствуя, что в этой жизни ему жить осталось всего лишь несколько месяцев. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Смотря на их светящиеся, прекрасные лица, украшенные благородными бородами, глядя на их мужественность и отвагу, о собрание ансаров,
разве я не пришел к вам, когда вы были заблудшими, и Аллах наставил вас посредством меня? Они ответили: да, конечно. И Аллаху и Его посланнику принадлежит милость и благоволение. Он продолжил: о собрании ансаров, а разве я не пришел к вам, когда вы были разрознены, и Аллах объединил вас посредством меня? Они ответили: да, конечно. Пророк продолжил: о собрании ансаров, а разве я не пришел к вам, когда вы были бедными и нищими, и Аллах обогатил вас посредством меня? Они ответили: да, конечно. Пророк продолжил: а разве я не пришел к вам, когда вы не могли твердо держаться на лошади, а Аллах укрепил вас посредством меня, и вы сражались вместе со мной? Они ответили: да, конечно. И Аллаху и Его посланнику принадлежит милость и благоволение. Потом пророк замолчал, как было принято у арабов. Когда они упоминали свои достоинства над другими, после этого они молчали, давая вспомнить им все свои достоинства над собеседниками. Он замолчал, как это было принято у арабов, а они молчали вместе с ним. Пророк удивился и спросил: ответьте о сборище ансаров. Клянусь Аллахом, никто не произнес ни слова. Однако заговорили слезы и плач. Пророк сказал: ответьте о сборище ансаров. Они не произнесли ни слова. Пророк снова сказал: ответьте о сборище ансаров. Они ответили: что нам сказать? Аллаху и Его посланнику принадлежит милость и благоволение. Пророк сказал: если бы вы хотели, то вы могли бы сказать, и были бы правы. И ваше право было бы признано. Если бы вы хотели, то сказали бы: ты пришел к нам изгнанником, а мы приютили тебя. Пришел к нам холостым, а мы поженили тебя. Пришел к нам бедным, а мы обогатили тебя. Пришел к нам оставленным без поддержки, а мы помогли тебе. И клянусь Аллахом, если бы ансары так сказали, то пророк ответил бы им: вы правы. И люди сказали бы: они правы. И весь мир подтвердил бы, сказав: они правы. Ведь пророк вышел из Мекки, а его племя отказалось помогать ему. Хотя это были его дяди и родственники. Он вышел, а они не дали ему взять с собой ничего из его имущества. Или даже взять с собой кого-то из домочадцев. Ансары же приютили его и были прекрасными попечителями и прекрасными помощниками. И пророк сказал им: если бы вы хотели, то могли бы сказать, и были бы правы, и ваше право было бы признано. Они же заплакали и сказали: Аллаху и Его посланнику принадлежит милость и благоволение. Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: о собрании ансаров, вы обиделись на посланника Аллаха из-за куска бренного мира, овцы, верблюды, коровы, которые я отдал людям, желая приручить их к исламу. А вас я верил в вашей вере. Я дал этим людям овец, верблюдов и коров, чтобы их вера укрепилась, а ваши сердца полны веры, и вы не нуждаетесь в ее укреплении. Он сказал: я дал это людям, чтобы привлечь их к исламу, а вас я верил в вашей вере. О собрании ансаров, разве вы не будете довольны тем, что те люди уйдут с овцами и верблюдами, а вы уйдете с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и уведете его к себе домой? Клянусь Аллахом, то, с чем уйдете вы, лучше, чем то, с чем уйдут они. Они поведут впереди себя верблюдов, овец и коров, а с вами пойдет посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Клянусь Аллахом, то, с чем уйдете вы, лучше, чем то, с чем уйдут они. Они стали рыдать, и никто из них не смог поднять своего взора и посмотреть в глаза пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: люди — это дисар, а ансары — это шиар. Дисар — это одежда, которая одевается сверху, а шиар — это то, что прилегает к телу. Люди далеки от меня, а ансары близки. Они мне ближе всех остальных. Люди — это как накидка, а ансары — как рубаха. Клянусь Аллахом, если люди пойдут через одно ущелье, а ансары пойдут через другое, я пойду через ущелье ансаров. Если люди пойдут одной дорогой, а ансары пойдут другой, я пойду путем ансаров. О Аллах, прости ансарам, сыновьям ансаров и сыновьям сыновей ансаров. Потом пророк замолчал. Переполнявшие его чувства не давали ему продолжить свою речь. Он сдерживал слезы, и слова застряли у него в горле. Да благословит его Аллах и приветствует. Перед собой он видел и слышал лишь плач и рыдания, и они лишь повторяли слова: Аллаху и Его посланнику принадлежит милость и благоволение. Он понял, что они предпочли его ради Аллаха. Они не предпочли его ради овец и верблюдов.
И лишь Аллах наставил их к тому, чтобы тратить свои силы и средства. Другие люди тратят свое имущество ради поклонения некому истукану, или же ради постройки могилы или мавзолея. А они тратили свое имущество ради помощи религии, ради приближения к Господу миров. И от Аллаха им была милость и благоволение, так как Он почтил их, наставил их и облегчил им помощь религии, в то время как другие были этого лишены. И они были правы, говоря: Аллаху и Его посланнику принадлежит милость и благоволение. Пророк был милостив к ним и остановил все плохое, что таилось в их сердцах. Мы просим Аллаха, велик Он и могуч, чтобы Он воскресил нас вместе с ними. Мы просим Его, чтобы Он воскресил нас вместе с пророком Мухаммадом, да благословит Его Аллах и приветствует, и с Его пречистыми сподвижниками. Скажите то, что слышите. Я прошу Аллаха Великого и Могучего простить меня и вас. Просите же Его прощения, ведь Он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за Его блага и благодарность Ему за наставление и милость. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Призывал к Его довольству, да благословит Его Аллах и приветствует, Его семью, Его братьев, любимых Ему людей, и тех, кто идет по Его пути, следует по Его следам, и Его сунни вплоть до судного дня. О Аллах, укрепи ислам и мусульман, ослабь многобожие и многобожников, и уничтожь врагов религии, о Господь миров. О Аллах, мы просим Тебя помочь муджахидам на всей земле. О Аллах, помоги муджахидам, сражающимся на Твоем пути по всей земле. О Аллах, помоги нашим братьям муджахидам на Твоем пути на всей Твоей земле. О Господь всех миров! О Аллах, удали от исламской общины раздоры, собери их вместе и облегчи их дело. О живой, о поддерживающий жизнь! О Аллах, пролей на свою общину блага безмерно, и не делай их жизнь трудной и невыносимой. О живой, о поддерживающий жизнь! О Аллах, мы просим Тебя для всех наших братьев-мусульман на всей земле, чтобы Ты поднял среди них знамя религии и справедливости. О живой, о поддерживающий жизнь! О Аллах, поставь над ними лучших из них и отдали от них худших, о обладатель величия и почтения. О Аллах, мы просим Тебя, о живой, о поддерживающий жизнь, наставь нас к совершению благого, оставления порицаемого, любви к беднякам. Если Ты пожелаешь смуты среди своих рабов, забери нас к себе, неуниженными и неискушенными, о обладатель величия и почета. О Аллах, Ты Аллах, кроме которого нет другого божества. Ты богат, а мы бедны. О Аллах, пролей на нас дождь и не делай нас одними из отчаявшихся. О Аллах, Ты Аллах, кроме которого нет другого божества. Ты богат, а мы бедны. Пролей на нас дождь и не делай нас одними из отчаявшихся. О Аллах, пролей на нас дождь милости, а не дождь наказания и разрушения, и принеси посредством него пользу своим рабам и селениям. О Аллах, сделай его доступным, оседлым и бедуинам. О Аллах, мы просим Тебя не спаслать нам благословения с небес и вывести для нас блага из земли. О Аллах, пролей на нас обильный дождь, обильный благословенный дождь, общий, а не частный, полезный, а не вредящий. О Аллах, и принеси посредством него пользу рабам и селениям. О Аллах, сделай его доступным оседлым и бедуинам. О Аллах, мы одни из Твоих творений, не лишай же нас за наши грехи своей милости. О Аллах, мы одни из Твоих творений, не лишай же нас за наши грехи своей милости, о Господь миров. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, так как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима, и не спошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, так как Ты не спасал их Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине Ты хвалимый и славный. Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.